Добрый вечер выходного дня, друзья! Я Петр Цепангин, мы на канале Якутия-24 и программа «Просто вкусно». И вы знаете, мы сегодня находимся в городе Нерюнгри, ресторан «Застолье». И мы сейчас познакомимся. Иван Далевич, шеф-повар ресторана «Застолье». Всем здравствуйте. Да, Иван, расскажи, пожалуйста, что за такой ресторан? Мы уже заходя увидели, что он настолько огромный такой, большой. Ну, сказали, здесь что... Да. Название говорит за себя. «Застолье» — это шумные компании, веселые люди у нас приходят. То есть большой ресторан с правильной кухней, достаточно сытной. Я человек приезжий, приехал сюда поставить меню. Меню у нас достаточно сытное. Мы сделали меню европейским уклоном, европейское меню с северным уклоном, вот такое. Ну, то есть местные продукты тоже присутствуют? Абсолютно. В основном на местном продукте все у нас готовится. То есть вот так. Я уже, еще раз подчеркну, да, заходя уже увидел, что настолько ресторан такой большой, да, в Якутске таких даже ресторанов нету, да. Сколько тут вообще народу может вмещаться? 180 человек в целом. У нас, получается, есть банкетный зал, у нас, получается, 2 этажа, и еще мы клуб открываем в скором времени. То есть такой будет... Покушать и потанцевать. Да, ресторанный комплекс такой будет у нас, вот, собственно. Ну, клево, да, вам надо пожелать удачи. И еще раз, да, отдельное спасибо ресторану «Застолье» и Виктору Андреевичу еще отдельное спасибо, да, за то, что нас, как говорится, нашу съемочную бригаду, нашу программу здесь решили приютить, предоставили специальное место для наших съемок. Ну и, как говорится, приходите в ресторан «Застолье» в городе Нерюнгри. Да, ждем вас. Я Петр Цепангин, программа «Просто вкусно» на канале Якутия-24, и мы сегодня находимся в городе Нерюнгри, ресторан «Застолье». И к нам сегодня пришел предприниматель Владимир Разов. Володя, привет. Приветствую. Да, привет. Объясню. Смотри, у нас концепция передачи такова. Мы приглашаем гостей в нашу кухню, импровизированную, скажем так, да, вот благодаря ресторану «Застолье», и заставляем их готовить. Да. Ты готовишь что-нибудь, и мы потом это все вместе прямо в кадре это кушаем. Давай, с чем ты к нам сегодня? Ну, хочу приготовить сегодня свое любимое блюдо – оленину с грибами. Вот, ну что, начнем? Очень мужское блюдо, да. Давай. Ну, для начала мы обжарим розмарин в масле в оливковом с чесноком. Ну и далее уже будем заниматься мясом. Хорошо. Начнем? Давай. Я предлагаю тебе... Мне тут научили, да, как это пользоваться. По-моему, надо вот делать вот так, а потом вот так. И чуть-чуть огонь уменьшить. 1200 нам сказали. Да. Это у нас оливковое масло. Да, масло много не льем. Да, чуть-чуть масла. Вот. Володь, пока ты занимаешься, да, расскажи немножко о себе. Откуда ты и все прочее. Ну, я родился в городе Нерюнгри, как я его называю. Местный? Да, местный, как я его называю, город мечта. Вот, родился и вырос здесь. Вот, ну, занимаюсь я автомобилями, торговлей автомобилями. Это мое любимое дело. Как говорится, если нашел любимое дело, то ты перестал с того времени работать. Ну да, вот. Ты начинаешь прямо крылатыми фразами изъясняться. Вот. Да, как говорится, найдите любимое дело, и вы не будете работать ни одного дня. Да. Дело мне это очень нравится. Вот. Как бы занимаюсь в удовольствие. Удовольствие, да. Объясни вообще, в чем заключается? Ну, я выкупаю автомобили, привожу их в порядок и далее уже реализую их, продаю. Вот. Также помогаю людям в покупке, в продаже автомобилей, в подборе. Вот. Как давно этим занимаешься? Ну, 11-й год уже пошел. 11-й год уже. Ну, и ты выглядишь очень молодо. Ты прямо со школы начал это делать? Ну, нет. Прикалывайся. Сейчас 30. Но вот после армии, как пришел, сразу начал заниматься. Начал заниматься, да? Но получается, смотри, если ты уже лет 10 занимаешься, тогда был бум, скажем так, да? Ну, или так. Да, потому что когда были таможенные все дела, там еще как бы не это... Ну, если честно, оно как бы, все вот эти таможенные дела, они на вторичном рынке, они не сильно как бы влияют на это все. Вот, поэтому, как бы, в принципе, вторичный рынок, он как работал, так и работает. Бывает, конечно, скачки, бывает, да, как вы говорите, бумы. Бывает, бумов нету. В целом работа как бы протекает круглогодично. Также, ну, наверное, нету никаких вот, не могу назвать какие-то месяца, которые особенно лучше для торговли, которые не особенно лучше. Круглый год идет торговля. Ну, то есть сезонного нету? Сезонного нету, да. Ну, вот в Нерюнгри люди покупают машины, в принципе, круглогодично. Все зависит от машины, какая машина.
какой класс. Ну, то есть, получается, у тебя не новые машины? Ну, то есть Машины, да, поддержанные. Ценовая политика разная. То есть там, в принципе, можно сказать так, от нуля и до... Да. И если ты, получается, приводишь их в порядок, то есть у тебя и руки из правильного места растут? Ну, научился. Да. Поначалу, конечно, было это все весело, смешно, как бы, как я готовил, как я это все делал. Ну, со временем, конечно, опыта стало больше. Вот. Опа. Давай, тебе лопаточку, по-моему, надо или нет? Это пинцетика хватает, да? Да, пинцетик нормально. Ой, какой запах пошел. Розмарин и чеснок сейчас нам маслу добавят особенный вкус. Этому маслу, на котором мы будем уже обжаривать мясо. Вот. Сейчас мы все это убираем. Так. И будем добавлять уже непосредственно мясо. Ну, то есть ты прямо сознанием дела к этому подходишь. То есть готовить любишь? Ну, честно сказать, не очень, но когда начинаю, это очень нравится. Нравится, да? Ты женат? Да. Дома готовишь? Кто чаще готовит? Практически редко. Очень-очень редко. Да. А почему? Ну, как-то не доводится. Жена все делает. Жена все делает. Так, а это у нас что? Так, ну что ж, сейчас вот будем нарезывать ломтиками оленину и приступим к ее обжарке. К обжарке. Так, у нас чуть-чуть масло немножко горит. По-моему... Наверное, можно остановить и пока. Нет, чуть-чуть меньше. Или убрать пока. Ага, да, наверное, уберем. Мясо красиво нарезываем ломтиками. Так, режь. А там кость, по-моему, или нет? Да, немножечко попадаются местами. Вот так, пройдись. Помочь тебе или сам? Да, я думаю, сам. Давай. Слушай, а любовь к автомобилям у тебя, получается же, прямо ты там так с любовью отзываешься. Это как? Ну, у меня с детства это. То есть я, по сути, так, если как бы сказать, я вырос в машине с отцом, отец работал в связи. Ну и с самого-самого детства я с машинами, в гаражах, с мужиками. Ну, и это с этого пошло, да? Да. Я первый раз за руль сел сам уже около 6 лет мне было. Ничего себе. Причем ездил на такой технике, как газон, ЗИЛ. Вот. Ну и вот как-то так вот. В армии тоже, когда служил, получается, перекатался на всей технике. Прямо у меня цель такая была. Очень интересна была военная техника. И очень хотелось на всем перекататься. Перекатался на КРАЗах, на Уралах, на КАМАЗах, на ЗИЛах, на газонах. На всем перекатался. Очень мне как бы это было интересно. Заходит это, да? Да. Служил тоже в автомобильной роте. Вот. Ну и такой момент всегда, находился всегда с мужиками, которые как-то связаны с автомобилями, с торговлей и так далее. Вот. Ну, как говорится, да, часто же говорят, как построить свою жизнь, и именно увлечение, то, что ты сам тебе притягиваешь, это и приходит, получается. Так, да? Да, а когда пришел с армии, уже в голове было очень много каких-то знаний, было много каких-то мыслей. Я вот просто думал, куда это все направить. Думаю, зачем мне все эти знания? Полная голова про машины. И, если честно, как-то вот оно все само потихоньку начало получаться. И потом уже переросло вот в сегодняшнее дело, которое я называю... Бизнес. Бизнес. Я его называю дело своей жизни. Вот. Да, клево, интересно. Но я вот про себя скажу, да, я пилот. Я летчик. Я сажусь и еду. Если что-то сломается, я начинаю, паниковать и думаю, блин, что происходит? Ну, выйду, конечно, капот открою, колеса попинаю и все. Да, а ты как человек, вот, который своими руками все это доделывает, еще умеет, ну, то есть, получается, еще и знаешь все это изнутри. Ну да, ну как бы одно время я тоже был пилотом. Когда машина ломалась, я вообще не знал, что с ней делать, не понимал. Вот. А все приходит с опытом, с годами. И в основном учился на вот всех этих поломках. То есть что-то сломалось, посмотрел, как люди делают, и потом уже сам начинал делать. В принципе, сейчас как бы не могу сказать, что такой я большой мастер в починке автомобилей, но очень много опыта, очень много знаний, вплоть до того, что даже слышу машину, звук двигателя, как он должен работать, как не должен, также автоматическая коробка, там, механическая коробка передач, то есть по звуку, в принципе... Как заходит, как выходит, да? Да, последнее время такой момент, что когда машина уже подъезжает ко мне, вот ту машину, которую я хочу посмотреть, что я уже просто по звуку слышу, что с мотором... Допустим, да ладно? Да, то есть что там с цепью ГРМ, допустим, как он должен, и уже когда с людьми беседуешь, когда люди, допустим, говорят про какие-то вещи, там, что он так должен работать, допустим, мотор цепной,
то я говорю, ну, цепной мотор работает намного мягче. Вот так же и с дизелем. Дизель вроде громко работает, но я вот слышу и, ну, понимаю, как он должен работать. Вот, и получается, что хоть дизель работает громко, он все равно должен работать мягко. Этот звук я вот слышу. Да, да, ну вот эта слаженность звуков, да? Да. Некая гармония. Да. Вот. Нет, я страшно далек от этого. Че? Ну, это все со временем. Ну что, приступим мясо обжаривать? Давай, мне, по-моему, надо чуть-чуть, кажется... Не, сковородка пока холодная. Ага. Пока холодная. Давай на 1200 поставим. Слушай, а как часто надо менять масло в коробке? Ну, все по-разному говорят. Тут я, знаете, какой ответ дам? Насколько любишь свою машину? Что касается что двигателя, что коробки, вот по частоте замены масла, тут уже от любви к машине зависит. Но вообще пробег, если не ошибаюсь, около 50 тысяч замена масла идет в коробке. На 50 тысячах, да? Но в книжке написано 10. Ну это часто слишком, да? 10 нет, 10 это часто. Вообще вот от 5 до 10 тысяч идет замена масла у нас в двигателе. Опять же, тоже, как любишь автомобиль, конечно, я бы, допустим, с любовью к машинам, я бы не стал дотягивать до 10 тысяч, думаю, на 5 это идеально. Вот. Не слишком часто? Ну, не слишком часто. Тут момент такой, если машина для себя и машина на долгое время, то, конечно, лучше чаще менять. Почему? Потому что внутри двигателя все, когда масло устаревает, все закоксовывается. Вот, и как бы со временем все забивается, масляные каналы забиваются, ну и двигатель, естественно, приходит в износ, как бы. Вот. Потом, износ идет, да? Да, потом просто приходится менять двигатель, приходится вкладывать огромные деньги, поэтому лучше так. Если не дай бог, да? Да, ну и также еще очень-очень многое зависит от масла. Вот. Ну, синтетика, минералка, получится? Нет, да, от этого, да, зависит от качества масла, вот, от того, поддельное масло или нет, вот. То есть, допустим, мы как мужики, да, знаем, что у нас машины бывают жрут масло. То есть, доливать приходится. Да, доливать приходится. Интересный момент, что в большинстве случаев, допустим, двигатель не дымит, двигатель работает хорошо, но масло употребляет. На каждый двигатель нужно подбирать свое масло. Вот. То есть, если, допустим, одной фирмы двигатель масла начинает употреблять очень сильно, то есть от замены до замены может уйти литр, а то и два, то как бы если подобрать масло, которое ему более-менее подходит, это все методом тыка. Ну, либо можно сидеть на форумах, смотреть, как, допустим, типа какое масло да, какое подойдет, да. Потому типа что Toyota вот это, да. вот это, да? Неоднократно случаи были, что просто меняешь фирму масла, оно двигателю подходит, и как бы мотор перестает его кушать. Вот. Но именно вот чем чаще ты меняешь масло и не даешь ему загрязняться, тем, конечно, ты больше бережешь двигатель, чтобы внутри он не закоксовывался. Ну и, соответственно, не пришел в скором времени в негодность. Вот. Ясненько. А как относишься к автопутешествиям? Сам как? Ой, очень положительно отношусь. Но, расскажи, пожалуйста. Ну, одни из моих личных автопутешествий первых были вот после армии. Мы с женой ездили в Благовещенск, начинали с этого. Вот, потом, близко, скажем. Да. Потом мы ездили по Амурской области, по Хабаровскому краю, по Дальнему Востоку. Вот. Но, если честно, я занимаюсь именно в городе автомобилями. Вот перегоном не очень люблю заниматься. Для меня почему-то, вот немножко проехать в удовольствие мне нравится, но, допустим, долгое время за рулем я устаю, и мне не очень это нравится, часто и долго ездить в трассе. Вот. Так, мясо у нас готово. Сейчас. Сервировать. Вот нам принесли тарелки такие специальные. Сейчас, партию, да? Сейчас добавим грибы. Прямо сюда? 2 партии будем делать. Ну, я думаю, надо все пожарить. Да. Потому Хорошо. Что, видите... Так, сейчас мы мясо тогда пока уберем. Давай, убирай. Пожарим еще одну партию. И потом грибы, да? Да, и потом в самом конце будем уже добавлять грибы. Запах хороший. А мы посолили это или оно уже было соленым? Оно здесь в этих, так сказать, в этом соку оно уже будет соленое. Хорошо. Так, давай. Продолжим. Вторую партию. Потому что не устаю повторять прелесть нашей программы в том, что мы это обязательно будем пробовать и съедать все это. Да. Надо много. Все мощная бригада тут, ребята все стоят, уже слюнки облизывают. Как вы думаете, какая кухня самая вкусная?
Вот я хотел тебе этот вопрос задать. Давай так, я расскажу свое, да? Ага. А потом ты свое. Давайте. Ну, то, что да. Давайте. Вот, например, да. Мое самое любимое блюдо, я не устаю это повторять, это манты, бузы, пожари. Ага. Я не знаю, почему так получилось, да, но с детства я вот люблю это, да. А так близка, конечно, мне такая грузинская кухня. Грузинская кухня, итальянскую кухню очень люблю. А ты? Ну, я люблю роллы. Очень люблю роллы. Наверное, даже не побоюсь сказать в первую очередь. Ага. Вот. То есть Но- рыба. Да, рыба. Бурятская кухня мне тоже очень близка, очень нравится. Вообще я гурман, люблю разную кухню. Вот. Но ответив на свой вопрос, какая самая вкусная кухня, я думаю, это мужская. А самая вкусная в мире кухня – это мужская кухня, приготовленная в лесу. В лесу, да. Из свежедобытой рыбы, да, или дичи. Это самое что-то невероятное вкусное. Слушай, ну получается, ты неравнодушен и к охоте и рыбалке. Ну, можно и так сказать, да. Да? Чем больше, какая охота близко? Ну, насчет охоты и рыбалки, вот не могу сказать, что прям такой профессионал. Больше, наверное, по туризму, но охотой и рыбалкой тоже увлекаюсь. Вот. Ну, рыбу люблю ловить на сети. На сети? Да. Ну, в смысле, чтобы с удочкой не ходить полдня. Вот. Поставил и ждешь. Да, рыба у нас в Нерюнгри с характером, особенно хариус. То она хочет есть, то она не хочет есть, и можно просто вот 3 дня проходить как бы по реке и вытащить двух маленьких рыбок, да, ничего. Поэтому, конечно, где разрешена ловля сетями, там можно, конечно, И в сезон, да? лучше так, да. И в сезон обязательно, да. Вот. Конечно, есть мечта, пока еще не сбывшаяся, убить зверя. Это добыть зверя, да. Это олень или сахатый. Это прям такая мечта, которую уже много лет ношу в себе, но пока как-то вот, пока только покупаю лицензии. Приходишь, да? Да. Приезжаю в лес, сначала покупаю лицензии, приезжаю в лес, много трачу бензина, времени, средств. Сил. Ну да, сил. И приезжаю домой довольно уставший, но без зверя. Не видел и все. Да. Вот. Уже и с карабином ходишь, получается. Нет, карабин еще не брал. У меня еще год остался до разрешения на карабин, да. Понятно. Пока у меня мой любимый ИШ 27-й. С гладким. Гладкий, да. Вот это. Да, У меня тоже был. Вертикалочка, да. Да, вертикалочка, ИШ-27. Очень его люблю, он со мной прошел все, что только можно пройти. Он у меня и купался, и падал, и по тайге сутками с ним ходил. Я все думаю, когда же он у меня уже крякнет, а он все никак, чтобы обновиться. Но я так понимаю, наверное, он меня переживет. Да, он и сыновьям, и внукам, скорее всего, достанется. И приобретал я его не новый, приобретал я его с рук тоже у товарища. И все не знаю, как его, так сказать, ушатать. Ну, скажу так по себе, по своему опыту, да. Большая охота это так. Приходишь, ну, не сразу, скажем так, да. Да. Нет такого, что ты пошел и все. Да. Да, это очень долгий, тонкий и научный процесс. Чуть ли не так. Да, я, наверное, бы, знаете, охоту подразделил на 2 вида. Есть такая случайная охота. Ты вот нечаянно поехал в лес и только завернул в место, казалось бы, где зверя вообще быть не может быть, и зверь вышел. Зверь, да, птица, да. А есть такая, когда, да, надо неделями сидеть, ждать, по следам смотреть, то есть там как вот профессиональные промысловики делают. Вот. Но, наверное, если касаемо темы охоты, наверное, все-таки охота это больше так что-то параллельное. У меня моя душа прям прилеплена к туризму. Очень люблю туризм, путешествовать. Вот. Много где бывал? Ну, я начал это дело в 2013 году. Плавно-плавно разгонялся. Ну, в Нерюнгринском районе очень много где, да, бывал. То есть у нас очень много красивых мест. И я невероятно вот прям влюблен в нашу природу. Это что-то. Это горы и реки. Горные реки, вот это все, вот это, что здесь есть, я прям сказочно влюблен в эту природу. Я без нее просто не могу жить. Надо же. Слушай, и сплавами тогда, да? Да, сплавы. Сплавы это у нас, если брать, допустим, здесь в черте города, это у нас такое обычное дело. Ну, для меня, допустим, обычное дело, то есть там сесть с супругой, накачать лодку и просто пройтись, допустим, по там, стандартному маршруту по реке Чульман. Вот, дневной сплав, просто где-то в перерывах пожарить шашлычок, вот, и вечером приехать домой.
Вот. Заброску сделать и сплавиться. Да. На надувнушке, да? Да, как бы можно на один день, можно на два, то есть как удобно. Это что касаемо вот именно здесь вот Нерюнгри, да? Вот. Ну, в этом году довелось с командой хранителей легенд побывать на реке Амедичи. Это мой первый такой экстремальный сплав. Вот. Там уже категорийная река была, да? Да, категорийная, но была троечка, да, то есть третья категория. Это уже Да. серьезно. Она не была, может быть, такой как-то смертельно опасной, как, допустим, многие реки, да, в России. Но она была очень динамичная, и там интересно, что у нас пороги, бывало, целый день были. То есть, если бывают реки, на которые ты добираешься там неделю, плывешь там 2 дня по плесам, а потом просто где-то плюхнулся хороший такой водопадик, и все. То есть здесь мы, бывало, там целый день просто плюхались. У нас, наверное, интервал такой между прохождениями порогом был минут 20-30. Мы так еще... Одна за другой, одна за Да, другой. одна за другой. И мы еще так шутили, что мы, получается, идем по плесу, вот только порог прошли, заходим на плес и шутили, что мы как викинги, а мы так тихо, мы не знали, что там в прижиме, что там будет, что там нас ожидает, эту реку. Бочки вот такие, да, наверное? И бочки были, и шахматы были, и шеверы были, огромные волны. Вот, и мы просто как викинги подходили к каждому порогу с такой тишиной, вот в ожидании, что же там будет. И потом начинали вот в это все входить. Разведку делали? Разведку не делали, все Ничего проходили. себе. Ну, то есть вы шли по какому-то маршруту, да, специально? Да, был маршрут. Маршрут, конечно, естественно, был проработан, все было безопасно. Вот. И шли по, как сказать, ну, то, что нам люди, допустим, рассказали, там, как они проходили. Ну, то есть вы примерно понимали, куда вы идете? Да, мы понимали, куда мы идем. Но там был момент один такой, что те пороги, которые нам обозначили, их не было. А там, где они были не обозначены, они были. Они появились. Да, потому что была большая вода. Да, ну потому что уровень воды, да, уровень воды. Он, конечно, влияет. Да, и поэтому было очень интересно. Ну что ж... Давай, ты уже взялся за гарнирчик. Давайте начнем с гарнирчиком. Гарнирчик, да. У нас вторая сковородка нужна, по-моему, да? Либо нет, мы сейчас все это обжарим, да, прямо с олениной. Ага. Должно получиться очень вкусно. Хорошо. Я смотрю, как ты режешь, и самому тоже захотел что-то порезать. Ты поможешь, да? Потому что у меня тоже нож есть. Должен же я какое-то непосильное участие. Как говорится, кто работает, тот ест. Так, я думаю, мы немножечко еще масла добавим. Почему? Потому что оно в мясо забрало в себя. Вот, и чтобы у нас не пригорало. О, видишь, красота. Просто шедевр. Шедевр. Да, будем нахваливать друг друга. Да. Никто нас не хвалит, сами. Так, по-моему, надо опять вот так и чуть-чуть меньше огня, да? Да, я думаю, на 1000 хватит. Можно до 800. Даже, да? Хорошая печка, очень быстро жарит. Да, ну индукция. Да. 21 век на дворе. О, как раз на один шампиньончик, да? Да. Готовить редко так доводится мне, потому что жил с родителями до 20 лет. Все делала мама, стирала, готовила, убирала. Нет, убирался я сам, вру. А потом сразу, получается, как после того, как съехал от родителей, тут же переехал в свой дом с женой. И там дальше все делала жена. Поэтому вот как-то так вот. Ну, не знаю, я думаю, со временем, может быть, я буду больше готовить, потому что жена очень хочет. Ну, я смотрю, ты прямо любишь это делать. Ну, когда начинаешь, да. Да. Видать, аппетит приходит во время еды. Да. Ну, бывает же такое, чтобы какую-то задачу поставить, сказать себе, блин, ну надо вот это же сделать. Раз в жизни, да? Первый раз плов, да? Да. Довольно сложное. Одно дело, там, просто взял мясо, шашлыки. Ну, скажем так, только дурак не умеет, да? Но с другой стороны, какое-то сложное блюдо, да? Там, на костре, на казане что-то такое сделать. Это внутреннее какая-то тщеславие свое там потише. Ну да. А если еще и заценили прям. Да, сказали, о, нифига ты, Володя, красавчик, да? Да. Ради вот этого можно чуть ли не готовить, да. Ну и как человек, который бываешь на земле, ну наверняка-то, ну, как, на голодном же не останешься, если ты любитель туризма и все прочее. Да. Слушай, хочу еще задать вопрос, ну, то есть вернуться к автомобилям. На чем ездишь там? Ой, у меня постоянной машины нету, но
Ну, езжу на всем. Что сделал, то едешь. Езжу на всем, да, и все, что стоит в гараже, удобно, просто беру и езжу. Вот. Понятно. Ну, то есть, получается, ты сам хотящая реклама своего этого бизнеса. Ну, возможно, да, так. Ага. Езжу на все, мне очень они нравятся, эти мои машины, я их люблю. Вот, поэтому как бы катаюсь на всем. Ну, конечно, вот, ну, лично для меня в приоритете, конечно, Toyota. Очень люблю Toyota. Самая, наверное... Неубиваемая. Да, самая неубиваемая. И, наверное, если так взять уже, самая моя любимая машина, это Toyota Land Cruiser, естественно. Вот, прям я просто в восторге от этой машины. А какая? Land Cruiser 200. Получается, чем она мне нравится? Она простая очень, бензиновый Land Cruiser. Очень простая, надежная, недорогая в обслуживании, неприхотливая абсолютно. По расходу тоже, в принципе, радует, несмотря на то, что большой джип. Вот. Как бы, наверное, вот так. Ну, и, естественно, то, что сзади мост, машина находится на раме, то есть такая крепость, я вот замечал, промотаешься все лето, даже там где-то 2 раза где-то за город выйдешь, и практически не просит особо ремонта машина. Надежная, крепкая. Вот. Конечно, седаны есть красивые, можно покрасоваться, там такие хорошие комплектации, но по надежности, конечно, джип. А вообще, последнее время у меня к этому были предпосылки, начал экзотикой увлекаться, то есть это немецкие автомобили. Старенькие? Старые немецкие? Ну, наверное, нет, не старые, из средних годов таких. Вот. И, получается, в предыдущем году я попробовал американцев. Это как бы что-то, я в большом восторге. Вот. Единственное, по американцам, что могу сказать, нужно выбирать, там не все машины такие практичные, не все машины такие прям хорошие. Ну, да, вот, да, поэтому там нужно выбирать именно, когда я свой, получается, первого американца брал, это Chevrolet Tahoe. Вот, Tahoe. Да, Tahoe. Вот, получается, смотрел по отзывам. В принципе, отзывы были хорошие. Все, что там в отзывах было написано, все это как бы так и стало. Вот. Потом я взял себе Chrysler 300C модель. То же самое посоветовался, посмотрел по отзывам, взял, остался очень довольным. Потому что вот в наших условиях именно вот, и холодов, и такой, может быть, эксплуатации его, да, северной, то есть как бы не все машины хорошо себя показывают и зарекомендовывают. Есть даже такие автомобили английские, которые просто вот они в морозы... Range Rover. Да, Range Rover. Да, я знаю. Как говорят, знаете, Range Rover видишь в 2 случаях, когда его тащат на сервисе, когда он выезжает с сервиса, да. Вот, как бы, ну, не хотят они никак у нас работать, вот. Американцы молодцы в этом плане, вот. Ну вот, а если еще касаемо темы экзотики, наверное, взять немцев, вот по немцам там тоже большой вопрос. Если где-то до 2004 года модели у них такие неплохие были, более-менее практичные, то более... Дальше. Сейчас я масло подолью еще. Давай. Вот. То уже взять более свежие модели, как-то я вот обжигался много раз, ну, они не хотят прям работать, я бы так сказал. Ну, я, да, тоже слышал у своих друзей европейки, причем новые, да, наши холода, чек-энджин, чек, все, да. встает машина и все. Купили X7, Бэху, все, машина встала. Ну, Да. что такое, да. То есть, как Toyota, бы, да, ну там она такого не сделает никогда. бывает такой момент, что нужно зимой сесть и поехать в трассу. Да. Вот, и, конечно, честно сказать, на немецкой машине Страшновато. я бы, наверное, даже за деньги не поехал, если бы мне заплатили. Ну, вот такой, может быть, горький опыт у меня, не знаю, как у других. Не, я тоже слышал, да. Ну, по-моему, Volvo выдерживает, но Мерсы, Да. Бэхи, Ауди, они все, наши холода. Они такие сервисные машины, и я такой, ну, слышал такие отзывы, что эти машины, они как бы, ну, приобретаются новыми, вот ездят на гарантии, как-то там все моторы, коробки, они делаются на определенный пробег, если вот верить как бы отзывам, что это 50-70 тысяч ресурсов. И потом все, сдал и все. Сдал. Новую взял за кредит и не паришься. Да, то есть 57 тысяч, получается, если, допустим, сравнить с японцем, то там, вот на данный момент у меня есть машина Toyota Probox, там 527 тысяч пробегу. Офигеть. Но если на нее посмотреть, даже и не скажешь. Ни по салону, ни по двигателю, ни по кузову. Вот такие вот они крепкие. То есть получается, наверное, 12 раз землю обогнула. да, получается так. Чуть ли не так, да. Да. Да, японцы, конечно, неубиваемые. Слушай, а гонками? Гонками, ну, одно время как бы немножечко увлекался. Вот, была тут у нас, как бы организовывали ребята все, катались. У меня был
такой самая лютая моя машина в жизни была из турбовых именно. Это твин-турбовый Mark II Samurai, легендарный. Вот, он у меня был в хорошем очень состоянии. И один раз я подвозил друга, и когда газ удал, у него коленки сзади онемели. Вот, настолько он мощный был. Настолько был мощный, что даже моя жена, вот после вот этого Марка у нас были разные машины, вот турбовые. Она говорит, так как наш Марк не едет ни одна машина, да. Был Skyline на механике, RB25 турбовый, были чайзеры, кресты, но как бы вот именно та машина, она как Марчок нет, да? Да. Ну, а как считаешь, самая вообще из серийных, на чем бы ты хотел проехаться? Есть такая мечта? Ну, допустим, гонку такой взять, какой-нибудь трек там, допустим, да? На какой машине? Да. Ой, ну я думаю, наверное, как бы исходя из моей любви к Тойоте, я думаю, да, вот это Самурай, Twin Turbo, 3 литра объемом. Вот. Это вот для меня, допустим, наверное, я бы на этой машине бы очень хотел. То есть люди, я знаю, любят ГТРы, и много машин таких интересных, гоночных, но Самурай, как бы, это легенда. Ясненько. Ну, а если была бы возможность, допустим, одну машину какую-то купить, но для себя ездить? Или у тебя такая уже есть? Такой сложный вопрос, если честно, меня о нем всю жизнь Нет, ну, как говорится, вот спрашивают. машину это берешь, больше никакой. Ну, то есть до конца жизни наездишь на этой. О, это очень сложный вопрос. Меня часто об этом спрашивают, когда ты возьмешь уже себе машину. Я говорю, ну, у меня много машин, говорю, мне, в принципе, говорю, если что есть. Честно сказать, вот врать не буду, я об этом даже не задумывался. Ну, я как бы где-то в глубине души понимаю, наверное, это новый Land Cruiser 200, но как бы... Как-то банальщина, да? Да, ну как-то банальщина, ну, наверное, нет. Я с годами понял, что у меня, наверное, уже не будет машины для себя. То есть я буду пробовать, я буду ездить. Да, вот. да. Ну, тем более у тебя бизнес такой, да? Да, и бизнес такой, рассказывать людям, что хорошего, что плохого. Да, да, да. И как бы я вот все удовольствие получаю. Не смогу я иметь постоянную машину. Я уже понял это, давно я к этому пришел. Вот, и я уже не говорю, я купил для себя. То есть я никогда не покупаю для себя. Я покупаю на продаже, езжу на них. Вот, но все-таки нет, наверное, машины, которую бы я купил и ездил. В мире очень много классных машин. Да. Очень много прекрасных машин. И жизнь у нас не такая уж и длинная. Да. И за эту жизнь надо успеть их все перепробовать. Попробовать, да? Да. Слушай, ну смотришь Top Gear? Честно сказать, нет. Да, нравится эта передача? Нет? Вообще, честно сказать, вот я как-то по обзорам и по передачам, не особо. Честно, нету времени. Ну, а сам не занимаешься этим? Именно прокачкой? Нет, ну и прокачкой, и о том, чтобы не думал о том, чтобы там YouTube-канал свой завести или что-то такое. Честно сказать, в последнее время я подумываю об этом. Вот, но я как бы... Смотри, у тебя какой большой опыт, ты можешь все что угодно. Если по звуку ты уже двигатель разбираешь, что не так, да? Да, короче, думал об этом, если честно. И меня еще друзья все, давай, надо обзоры, надо каналы, надо что-то делать. Да. Честно сказать, очень, наверное, для меня тяжело начать. Хочется начать, но как-то очень сложно. Как взяться, не знаешь. Да, как взяться, не знаю. Тут, наверное, нужна помощь, может быть, режиссера какого-то крутого, может быть, людей с опытом. Да. Ну, людей с опытом, которые просто направят. В принципе, я замечал, что для меня достаточно просто направить, как бы показать, вот как бы так, бери ноги, ставь сюда, иди вот так вот, и я пошел. Вот. В принципе, вот если такой момент будет, вообще планирую, хорошо задумываюсь, потому что я понимаю, что сейчас время такое соцсетей, да. Время YouTube-канала, да, и как бы... И назад дороги не будет, кстати. Да. Будет все вот такое, да. Я понимаю, что нужно двигать в ногу со временем. Я тяжелый на подъем в этом плане, но думаю, начну в скором времени. Да, удачи тебе надо пожелать тогда. Не обязательно надо делать такое. Да, спасибо. И в бизнесе у тебя будет помогать это по-любому. Да, обязательно. Ну что, практически все готово. Да. Мы подходим к кульминации. Сейчас у нас будет особенный момент. Ага. Это что делаешь? Так, сейчас мы грибы обратно выкладываем с мясом. Сейчас мы добавим все то, что мы до этого обжаривали. Ага. Вот, наверное, печечку можно убавить. Поменьше. Да, наверное, прям на самый минимум, ага. Угу. Так. Давай, 120. Что-то ты интересное делаешь, хорошо. Ну. Я сначала подумал, ты не дожариваешь, что ли, думаю, еще обратно. Не-не-не.
Интересно, хорошая очень оленинка попалась. И такой характерный ее вот такой вот цвет. Ну, надо спасибо сказать ресторану «Застолье». Смотрите, Да, огромное да. спасибо, да, за такое мясо. Да. Еще раз рекламка. Виктору Андреевичу отдельное спасибо обязательно. Да, Виктора Андреевича. Да, нашим нерюнгрийским друзьям. Виктора Андреевича знаю лично, Ну очень вот. хороший человек. Кстати, тоже таежник. В принципе, вот у нас очень много людей в городе сидят на сумках, но я думаю, большинство, ну, на сумках, так сказать, туда уехать куда-то, где-то получше. Но я думаю, что большинство этих людей, они, может быть, просто еще вот не до конца вкусили эту природу, не до конца, может быть, влюбились. Эту природу надо вообще распробовать. Вот. У меня жена недавно ходила в горы, буквально неделю назад. До этого как-то я ее все в лес тянул. Как-то все, ну, она не особо как-то. Я понял, что природу надо распробовать. Она еще раз сейчас ходила в горы и говорит, слушай, что-то он меня пленил. Самокитский цирк, у нас есть такая гора здесь. Да, новые цели. Да. Говорит, он меня пленил. Вот, поэтому природу надо распробовать. Так, это мы немножко такой сейчас добавляем красоту небольшую такую. Давай. Обязательно чесночок. Чесночок для Без запаха. него вообще никуда. Чеснок я съем потом. Да. Так, И ну что ж, выключаем печку, добавляем сливки. вообще выключаем. Да, сливки. Сливки, они вот у нас. Ну и сейчас так прям как-нибудь. Ах, А это будет как бы в сливочном соусе, да? Да. Вот такой, Сейчас так очень красиво польем как-нибудь. Да. Вот так вот. Ну, Вау. честно сказать, немножко потекла слюна. Дайте мой телефон, я для Инстаграма это сниму. А вот он. Я сам возьму. Спасибо. Нет, Володя, ты ему говоришь, что не готовишь, а прямо это. Сделал очень большую такую красоту. О. Молодец. Да. Запах чувствуете, да, пошел? Да, чувствую. Сливки. Так я еще до этого уже сказал. Вот трава, чеснок, все это дает так. И это должно чуть-чуть потомиться, да? Да, буквально 1 минутку, не более. Вы так вот что-то так закрыть будет, конечно, да. Ну, пусть. Пусть, ага. Хорошо. Так. Минута, и мы начинаем кушать. Да. Да. А так как у нас немножко время появилось, да, Ага. чтобы, вот смотри, у нас большая аудитория такая, она все расширяется, мы, ну, по крайней мере, на это надеемся, да, Якутия-24, программа «Просто вкусно». Что бы ты пожелал нашим телезрителям? От всех нюрнбергцев, от себя лично, ну, и еще, может быть, какие-то такие пожелания есть? Ну, я бы, наверное, пожелал вам, приезжайте в наш город. Ай, спасибо, молодец. Приезжайте в наш Вообще, город. ты настоящий патриот. Да. Я очень люблю этот город, и я очень много общался с людьми с Якутска, с Якутии, и они приезжают в наш город, им очень сильно нравится здесь, они влюбляются в природу, влюбляются в людей. Кстати, у нас очень добрые и хорошие люди, вот, поэтому приезжайте, вам тут всегда рады, мы всегда рады вам, добро пожаловать. Молодец, да, потому что я был здесь, знаешь, лет 36 или 37 назад. Ого. Впервые, да. В Чульмане санаторий же есть. И, видимо, по советской путевке, по отцовской меня отправляли туда. Я такой болезненным ребенком был. В Чульмане это. И, конечно, да, в Нюрнберг приехать. Первое, то, что меня удивило, был такой синий асфальт. Такой красный синий асфальт. Мы на автобусе в Нюрнберг приехали. И то, что удивилось, да, первое, улица Чурапчинская. Думаю, что такое? Говорит, почему тут Чурапча и почему тут Нюрнберг? Казалось, что Нюрнберг где-то там далеко на самолете мы прилетели. Да. Вот, поэтому я говорю, да, очень красивый город. Старый Нюрнберг и новый Нюрнберг же есть, да? Он делится до сих пор? Как бы Или в простонародье говорят старый город, а там сейчас больше промышленная зона. Ну тогда называли, да, вот типа новый Да. Нюрнберг. Раньше люди жили. Здесь цветы такие большие такие газоны были, там цветами там узоры разложены. Казалось, что-то такое невероятное после Якутска. Да, раньше люди жили, там сейчас там промышленная зона, сейчас все здесь, вот там у нас все такое промышленное. Ну и у нас старый город, это такая точка отправки во многие места тайги, очень интересные. Оттуда? Да, оттуда мы все выезжаем. Вот. Ну что, будем Минута прошла, накладывать? и даже больше. Да, будем накладывать. Давай, вот, Так, сервировка. А можно и сюда? потому что- давайте сюда. Да. Мне сюда, ну или тебе сюда. Так, давайте сначала Камон. вам. Давай. Так, розмарин кушать не будем. Ага, он для запаха, да? Он, да, для запаха, Хорошо. для аромата. Ну и вот он, как я уже вначале говорил, он немножко маслу отдал свои вот эти вот вкусы. Солы свои, да? Да. Так, грибочки. Так, наверное, надо. Красота. Ну, сливки добавили, да, в конце? Сливки, да. Прям.
Сначала эстетическое удовольствие, глазами посмотрели, вот ты что красоту сделал. Потом носом. Вкус этого чеснока, сливок томленых. Ну и мясо. Какой же мужик без мяса, да? Вообще. Да. Вилочку возьми, вот. По-моему, здесь. Так, вилочку смотрю. Ага, нашел. Все есть. Ну что? Ну что, будем пробовать, Володя? Давайте. Давай, приятного аппетита. Спасибо. Красота. По-моему, потрясающе. Да, вообще здорово. Молодец. Напомню, оленина очень вкусная. Спасибо за оленину, потому что оленина, она, как правило, жесткая. Вот, очень. Но это все зависит от того, как ее приготовить. При правильной готовке она становится очень мягкой. Даже, по-моему, мягче говядины получилось, да? Да, мягонькая очень. Превосходно. С набитым ртом. Сейчас что-нибудь скажу. Рекламная пауза. Ресторану «Застолье». Еще раз огромная благодарность за то, что нам предоставили место для съемок. Виктору Андреевичу еще раз отдельная благодарность. Ну и что, на этом мы, наверное, будем... Не перестаю радоваться гастрономическому этому. Да, друзья, на этом мы будем прощаться. Как говорится, эфирное время у нас не резиновое. Программа «Просто вкусно». Я Петр Цепандин. И сегодня у нас был предприниматель Володя Разов. Спасибо тебе, Володя, еще раз. Спасибо Нермелинской земле. Спасибо ресторану «Застолье». Ну а мы уходим за эфир и продолжаем кушать.